По данным Международного валютного фонда, Таджикистан является самой бедной страной среди постсоветских государств. Как врать на весь мир и при этом не краснеть? Мастер-класс от Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в период пандемии стало жить лучше в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Также в сегодняшних условиях глубокого экономического кризиса в Таджикистане, вызванного пандемией, у населения страны резко снизились доходы, так как основным источником средств для выживания являлись денежные переводы от трудовой миграции. Таджикский лидер Имамали Рахмон 26 января выступил с посланием к парламенту республики. Он отметил, что правительству удалось одержать победу над коронавирусной инфекцией. По его словам, рост экономики в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 4,5%, сообщает пресс-служба президента. Глава государства подчеркнул, что в стране вырос уровень безработицы, но несмотря на это, хоть немного, но жизнь стала лучше. Рахмон добавил, что на поддержку сферы здравоохранения было выделено больше 1,5 миллиарда сомани. Президент заявил, что предпринимателям в прошлом году были предоставлены льготы на сумму 450 миллионов сомани. Производство продовольственных товаров было расширено на 28%. В стране было открыто 300 новых промышленных предприятий и свыше 18 тысяч новых объектов, в результате чего работой было обеспечено почти 200 тысяч граждан. Напомним, что режим Рахмона постоянно сообщает населению о повышении уровня жизни в стране. А как вам такие данные? Ощущаете ли вы, что жизнь стала лучше? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 47% населения Таджикистана живет менее чем на 1,33 доллара в день, и 30% населения хронически недоедает. Несмотря на то, что в трудовую миграцию не смогли выехать около 111 тысяч таджикистанцев, правительству удалось в какой-то мере обеспечить работой часть из них. Объем ВВП в 2020 году составил 82,5 миллиарда сомани. Кроме того, Таджикистану удалось привлечь в экономику около 15 миллиардов сомани внешних инвестиций, говорит президент. Но почему-то в своем докладе президент не упомянул, что за прошлый год уровень инфляции был максимальным за все существование Таджикистана, и что цены росли с таким темпом, что люди просто не успевали и уже готовились есть там чуть ли не по праздникам. И сколько больных переболели коронавирусом, но им никто не помогал, потому что отрицали у них наличие этой болезни. Что сейчас цены продолжают расти и дальше, цены на медикаменты растут просто с какой-то невероятной скоростью. Об этом почему-то не упомянули. Но жить, как по словам Рахмона, стало лучше. Потому он с чистой совестью и душой будет дальше строить свои помпезные сооружения, как и планировал. Ведь они так нужны народу. А вы как считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он подчеркнул, что устойчивое развитие экономики позволило правительству уделять больше внимания социальной сфере, в том числе культуре, строительству и реконструкции объектов. У нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.